أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. История многовековой борьбы Нохчи чеченского народа. Сегодня, 6 сентября 2023 года, исполнилось 32 года со дня независимости чеченского государства Нохчи Ичкерия от 6 сентября 1991 года. Приводим историческую хронологию борьбы чеченского народа за эти века. Борьбу за свободу и независимость от российской оккупации Кавказа чеченский народ в союзе с другими кавказцами ведет уже 4 столетия. В конце 18 века эта борьба принимает ярко выраженный характер при первом имаме шейхе Мансуре, при первом имаме Кавказа. Не сумев отразить агрессию, препятствовать оккупации Кавказа, горцы уходят в оборону и ведут борьбу, оказывая сопротивление на местах расселения своих народов. Так продолжается 40 лет до появления нового имама Кавказа Гази Мухаммада. Гази Мухаммад, так же как и шейх Мансур, пытается объединить кавказцев под знаменем борьбы с имперской экспансией. После гибели Гази Мухаммада это знамя было подхвачено имамом Шамилем, сумевшим создать государство имамат, продержавшееся до 1859 года. После имама Шамиля, снова как и после шейха Мансура, борьба будет продолжена небольшими группами кавказцев до 1865 года. После 10 лет восстановления сил 1877 и 78 годах следует восстание в Чечении под предводительством имама Алибека Хаджи, а также в Дагестане, в Абхазии. Затем опять 1880 по 1917 года борьба в лице одиночек абреков и поддержка их народом. В 20 веке низвержением российской монархии наступает новая эпоха. 1917 год в истории Кавказа знаменуется созданием Союза горцев Кавказа, Северного Кавказа и провозглашением независимости Горской республики от 11 мая 1918 года. Так называемая гражданская война для кавказских горцев стала борьбой как против остатков царской России, так и против новой России большевиков. В 1919 году на территории Чечении создается эмират под руководством имама Узун-Хаджи. После смерти имама Узун-Хаджи введено в марте 1920 года в районе Хетшо-Кварт. 6 мая 1920 года проходит съезд чеченского народа и объявляется создание Нохчи государства. Борьба против уже советской власти вспыхивает с новой силой. Возглавить эту борьбу чеченский народ предлагает младшему сыну имама Шамиля Мухаммад Камилю, но по причине старости и слабого здоровья тот присылает своего сына Саидбея. Встречать внука имама Шамиля в Тифлис выезжает один из организаторов съезда Ахмад Бахаев, Ганукуа Муалла, и его соратник, родственник Али Сайханов. Борьба под предводительством молодого внука имама Шамиля продлится до осени 1921 года. Далее на лидерские позиции выдвигается шейх Али Митаев, который вместе со своими сторонниками с 1922 по 1924 года продолжает бороться за освобождение Чечении и построение независимого суверенного шариатского государства. В 1925 году происходит восстание под руководством Щиты, Истамулова, Атаби, Шамилева, Умаева, Нажмуддин Гацинского, шейхов Белу Хаджи, Суалса Хаджи, Саид Сальгиреев, Гибертиев и других лидеров чеченского народа. Восстание подавляется силами 6-тысячной группировки войск Красной Армии с применением авиации и артиллерии. Но и после этого Чечения отказывается быть покорной. И вновь в 1929 по 30-х года происходит восстание во главе с Щитой, Истамуловым, Исшали, Ахмедом Бахаевым
известном городе как Ганукмолла из Цантароя. В 1932 году новое восстание и новое провозглашение нового имама-лидера чеченского народа Муцу Шамилева из Шуани, имам Моцу. После активных восстаний и выступлений 1920-х, в начале 30-х годов опять, как и в конце 19 века, наступает время бунтарей, одиночек, объединенных в небольшие отряды, группа Саадулы Магомаева. В 1940 году происходит всплеск активности сопротивления советской власти. На этот раз во главе восставших становится Хасан Исраилов, и в 1942 году к нему присоединяется Майрбек Шарипов, брат Асламбека Шарипова. С 1942 по 1944 года советская Россия будет активно использовать армию и авиацию в горных районах Чечении против тех, кто вел войну за свободу независимого чеченского народа. Затем трагическая дата 23 февраля 1944 года – депортация всего народа в Среднюю Азию. Тысячи людей умрут в первые годы депортации, и только к 1949 году прекратится массовое вымирание народа по причине голода и болезней. После 13 лет ссылки чеченский народ с 1957 года начинает возвращаться на свою историческую родину, и к 1960 году более 90% чеченцев вернутся на Кавказ. Затем годы дискриминации и всяческих препонов, как государственных, так и социальных, бытовых, на пути восстановления прав чеченского народа. Таким был с 18 века исторический путь Чечении к моменту ослабления СССР в конце 80-х годов прошлого века. Попытка реформировать СССР и не дать ему окончательно деградировать вынуждает руководство СССР принять закон 26 апреля 1990 года о разграничении полномочий между СССР и субъектами Федерации. Этот закон уравнивал в правах автономные и союзные республики СССР. Основываясь на этом законе, многие республики СССР объявляют о преобразованиях своих республик и провозглашают свой суверенитет. Также и в Чечении 23 по 25 ноября 1990 года, впервые после оккупации с 1921 года, проводится съезд чеченского народа, на котором провозглашается восстановление государственности Чечении. Весной 24 марта 1991 года во время своей поездки по Северному Кавказу враг чеченского народа Борис Ельцин просит чеченские власти в лице Доку Завгаева подписать в ближайшей перспективе федеративный договор с Россией, тем самым предлагая отказаться от независимости и своего государства и войти добровольно в состав новой России. Именно с этого момента, еще весной 1991 года, за несколько месяцев до 6 сентября, Россия начинает использовать все те же исторически обработанные правила игры, используя имперскую политику угроз и провокаций против самоопределения чеченского народа в его стремлении к собственной государственности. 8 июня 1991 года в Грозном проходит второй этап съезда чеченского народа, на котором чеченское государство обретает более зримые формы и также поддерживается подписание союзного равноправного договора между республиками СССР и решительно отвергает подписание в будущем федеративного договора с Россией. Еще до 19-25 августа 1921 года известный путч. Чеченский народ был готов на подписание союзного договора и вступление в обновленное союзное государство с другими республиками бывшего СССР. То после попытки ГКЧП переворота 19-21 августа 1991 года чеченский народ выбирает путь построения отдельного независимого чеченского государства. Начиная с 19 августа 1991
Со дня объявления ЧП чеченский народ выходит на улицы Грозного и требует от властей республики продолжения выбранного пути на съезде 25-26 ноября 90 года, а при нежелании его продолжить требует складывания с себя данных народом полномочий. На протяжении почти 3 недель продлятся митинги с народным требованием, а 1-2 сентября 1991 года пройдет 3-й этап чеченского народа и будет определен день выборов президента и новых органов власти. В конце концов, 6 сентября 1991 года многочисленные толпы граждан выйдут на улицы, чтобы встретиться лицом к лицу с предавшим народ властью. И власть будет вынуждена признать свою слабость и свои ошибки в отстаивании прав и защиты интересов чеченского народа с момента провозглашения независимости в ноябре 1990 года. С первых чисел сентября 1991 года начнется работа по созданию и формированию новых органов власти чеченского государства. 27 октября 1991 года пройдут выборы президента и парламента Чеченской Республики. Перед инаугурацией президента Жохара Дудаева, которая должна была пройти 8 ноября 1991 года, Россия попытается вооруженным путем помешать чеченскому народу, но готовность к самопожертвованию, сплоченность и стойкость чеченского народа не позволят Кремлю реализовать этот сценарий. В марте 1992 года Россия предпримет еще одну попытку, которая тоже окажется безуспешной для России, и она будет вынуждена вывести военный контингент советской армии, который был введен на территорию нашей республики в 1920 году. Но не пройдет и несколько месяцев, как в ноябре 1992 года Россия снова вторгнется на территорию чеченского государства в очередной попытке силовым давлением вынудить чеченцев отказаться от идеи независимости. И в такой обстановке молодое чеченское государство просуществует до 11 декабря 1994 года. Все это время, пусть и ослабевшая, но все еще мощная в отношении военном, страна, окружающая Чечению с 3 сторон, будет постоянно давить на всевозможные рычаги в стремлении задушить это государство на этапе его создания. А если зимой 1992 года Россия частично выведет свои войска с территории Чечении, то уже летом 1993 года организует в республике свои марионеточные базы в Урус-Мартановском и Терешных районах. Сегодня такое можно наблюдать на примере действий России в Украине. Если с 1991 по 1993 года Кремль угрожал и требовал подписания федеративного договора, то после кровавой вакханалии в октябре 1993 года и принятия своей конституции в декабре 1993 года Россия цинично нагло, наплевав на права и законность, односторонне впишет Чеченскую республику в свой состав. Затем, не добившись своих целей, в 1994 году до 26 ноября Россия перейдет к прямой войне и оккупации чеченского государства 11 декабря 1994 года. Из вышеперечисленных фактов и хронологии с 18 века до конца 20 века становится ясно для любого наблюдателя, что именно Россия всегда приходила и навязывала войну чеченскому народу, говорил только с позиции силы и бесчеловечной жестокости, террора, убийств, разрушений и кровопролития. Россия – это империя зла, которая ничего, кроме презрения и разрушения, не несет и заслуживает ликвидации любым всевозможным способом. Умаршун никях дегал хилчерн газват далко булдуэль. Вой пачал мершиях Аллах дала шигодарца вой эту буэла. Эта работа, которую я читал, принадлежит муслиму СС. Аллаху Акбар.